Только сказал про велосипедиста. Ха. И вот тебе велосипедист. Тетя или мальчик? Мальчик. Мальчик. Девочка. Девочка, да. Извини, девочка. Ха. Мы тебя обогнали. Да, велосипедистов мы любим обгонять. Они даже не понимают, в чем дело и как так получилось, что велосипедист обогнал так быстро. Думает, нихера себе он топит. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. А на море белый песок и Адосия. Ветер встречный. Нельзя. Нельзя. Идёте дом. Вот. Ты смотри, собаки, падла. Чуть ли не кидались, но их, да, 2-3 собаки. Дворняги тут ошиваются. Ну вообще, да, надо орать там матом. Тогда не это. А так, блин, будут еще и кидаться, да. Хорошо, что я встал. Если б ехал, тем более там еще подъем был, я б так бы от них не уехал бы. А вообще надо что-то с собой возить, только что. Может, какой-то баллончик даже обычный. Ну, типа от этих, от комаров. Раз, достал такой, пш, и они, я думаю, испугаются. Ну, не испугаются, а, ну, как бы не будут гавкать. Надо что-то с собой такое, да, возить на всякий случай, а то такие бешеные, мало ли. И вот они такие прям бандой. Одна если была, то еще да, а так их 3 там было, или 4. А это куда идут? Пешком. С Феодосии в Орджоникидзе. Наверное. Бля, по дороге идут, пофиг. Так что да, надо с собой взять, чтоб был так на всякий случай. Прям банда такая. Еще, блин, в таком месте, блин, неудобном. Получается подъем, блин. На подъеме как бы
Если б хотя бы ровная дорога, я бы притопил бы там. Или спуск еще лучше. А так на подъеме, сукины дети, хотели на меня напасть. Ну ладно. Надо не забыть положить этот баллончик. Пускай лучше лежит так. Раз. Достал и... Ну а вообще водой, кстати, можно. Но это ж надо быстро все делать. Баллончик, мне кажется, будет быстрее. Достал и распыляешь. А вода у меня в термосе. Надо термос открутить. Вот падлы, а? Ты смотри. Застали меня врасплох на подъеме. Суки такие. О, еще едет велосипедист. Прикольно. Сейчас еще одного велосипедиста сделаем. Вечерком катит кто-то. Не спеша. Не вижу, кто. Паренек или девчонка. Пока не видно. А, их двое даже. Прикольно. Их даже двое. Едет. Никого там сзади. Нету. А им тяжко сейчас ехать. У них скорость сейчас 15 максимум. А у меня 25. Даже, наверное, там у них не 15, наверное, 12, да, где-то 12 скорость. Ну, то есть у меня в 2 раза больше. По-моему, так, да. Я как бы по километрам здесь уже все дороги знаю. Какие подъемы. По ровному они едут где-то 25, ну 30 максимум. Это прямо там язык уже на плечо все. 30 максимум. Это прям ты спортсмен такой весь. Вот. А у меня получается 42-45. Что их там видно? Не видно. Ну да, и что я еду 25-27 вот, а они всего лишь 12. А скорость — это время, а время — это деньги. Как-то так объяснил. Так, поехали на Подгорное. Ветерок, да, под вечер. Погнали. Один только что там на меня хотел
обогнать не на набережной, а которая на той улице рядом. Что-то гнался, сзади там слышал, что-то скоростя переключал. Так и не догнался. Так и не смог меня обогнать. Ну, это понятно. Так же самое, как и этих я обгоняю всех самокатчиков. У них то стоит ограничение скорости 25. А вот у меня скорости ограничения нету. То есть я могу ехать и 40, и 45. Это в этом в Сочи был, я их тоже там всех делал, только так. Они такие дып смотрят. Думают, нихера себе, чувак. Жарит. Да, я там всех самокатчиков на вот набережной, там на поющих фонтанах. Только так. Фу. Да. Вот такой закатик. Гудини, Мальвини. Ау, ветки. Гудини, Мальвини. Гудини. О, кто-то едет на машине, кто-то едет. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Гудини. Ну вот здесь, кстати, на машинах ездят. Тут можно ездить. А вот там, где я в горах езжу, вот там вот на Коктебель и на Орджоникидзе, там на машинах нельзя ездить. Там вообще никто не ездит. Только эти джип-туры, вот. Только джип-туры там ездят. Ну и то, кстати, к джип-турам же тоже там походу нельзя ездить. Там только можно пешком и на велосипеде. Именно по вот той дороге. Но дело в том, что там нету, я никогда не видел там ни лесников, ни егерей, никого. Вот на мотоциклах. Вот. Вообще никогда никого не видел. Вечно молодым, вечно пьяным. О, первый раз встретил эндуро. Сколько я время здесь, весь июнь проездил здесь, да, в мае я тоже ездил. Никогда здесь не видел. Первый раз увидел. Ну, видно, наверное, мы просто не попадаем в одно и то же время. В разное время просто ездим, потому что все равно тут
ездят, катаются эндурщики. И, кстати, вечером здесь классно ездить. А чё, машин нет, никого нету. Катаешь себе, и вечером жары нету. Вот даже вот в такое время кайф вообще. Фары врубил и погнал. Я мог бы стать скалой, но уже другой. Кто-то молодой, кто-то пьяный. Хочет стать рекой, быть темною ладошки. Вечно молодой, Вечно молодой, вечно пьяный, вечно молодой. Вечно молодой, вечно пьяный, вечно молодой. Вечно молодой. молодой. Вышку еще будут ставить, здесь валяется. Вечно молодой, вечно с бородой. Сейчас заснимем, он едут со звездопада. Воспоминаний. Он видно, нет. Две машины, он еще дальше там едет. Так, ну чё, едем дальше. Закат, он там догорает, последние краски заката. Сейчас на Подгорный, а потом в сторону Коктебеля и потом в горы на Орджоникидзе. А если стоишь, то комары, падла, кусаются, а так едешь нормально, комары не успевают. А только стал, комарики уже кошмарят, скотины такие. Зачем топтать тропу здоровья, если она и так уже потоптанная? Я такие места, где вот есть такие вот дороги, называют тропа здоровья. Это, конечно, не такая тропа здоровья, как в Ялте, но тем не менее тропа здоровья. Особенно вверх, если подниматься. Спускаться ты особо ничего не делаешь, только тормоза жмешь, ну и управляешь. А вот подниматься, там уже да, там ты уже работаешь, уже дыхалочка, все это там
Все работает, да. Ноги работают. Мне нужно понять, что я ненавижу. Я думал, ненависть просто слово. Зачем тебя так Ой-ой-ой. я прекрасно Стала. я открываю легко. Не сошла с ума. Зачем пытать мою любовь? Сейчас включу. Освещение заднее. Я открываю легко. Время уже 21:04. Надо уже поднажать. Подгорная сегодня мы заехали поздновато. Не так, как обычно. Обычно мы уже его проезжаем это время. А сейчас только заехали в него. Да, сегодня мы поздновато. Сегодня мы поздноватенько. Может, сегодня не поедем в горы, а чухнем по трассе. Не знаю. Надо подумать. Все-таки какой-то комар за ногу меня, падла, укусил, наверное. Скотина. Скотиняка такая. Что там, никого нету? Нету никого. Мы погнали. Это просто хаос. Что там, никто не едет, вся звездопад воспоминаний. Не, никого нету. Просто потому что ты это я это ты это я. Это я. На машине чувак стал, пропустил меня, молодец. Но он, мне кажется, я так думаю, мне кажется, он подумал, что это машина едет. Вот. Он подумал, что
машина с такими фарами мощными. Это просто хаос. Я это ты это я. Так, ну что, по трассе или в горы? Ну, по дороге на Ржо или поедем в горы на Ржо? Вот, блин, не знаю, время поджимает. Ладно, поехали через горы. Так уж и быть. Не хочу я по трассе ехать все время. Наши по горам катнуть. О как, молодец, аж, блин, обошел меня так. Аж прям взял на ту сторону. Ну а правильно, а что, спереди никого. Лучше как бы взять дальше. Ну, типа как машину обгоняешь раз на ту полосу. Все правильно. Все правильно. Товарищ водитель, молодец. Что там сзади? Никого? Вроде нет. Сворачивать с трассы уже. Ну его в баню. Едет сзади. Включил дальний. Обгоняй уже, давай. О. Все, погнали. Погнали в горы. О. Сейчас фара только надо заднюю потушить. Сейчас потушим фары. Ой, фары задние габариты. Да ты это я. Погнали в горы. Время надо посмотреть сколько. 21:13. Ну тут уже дело в том, что не так важно уже сколько время. Потому что тут, во-первых, машин нету. Дорога горная, никого нету вообще здесь. Вот. А там спуститься, там буквально проехать чуть-чуть. И уже Орджоникидзе. Хоть даже уже и потемнело, здесь уже дорога это такое нормально. Это не по трассе ехать постоянно. Вот чем я и люблю такие места,
где можно свернуть в горы и по горам поехать дальше. Ну, во-первых, да, классно. Такой байк. Вот он вообще универсальный. Ты по трассе мчишь. Вот. И в горы можешь заехать и по горам поехать. О, проскакивает. Ага. Прикольно. А что ж такое? О, опять. Опять проскочила. Что-то значит с этой. Как его? С... Что-то значит с шатунами. Что-то там проскакивает. Получается так. Интересно. Ха. Было. Но такого еще не было. Может, какой-то подшипник или что-то такое сместился или вообще хана ему. И поэтому пораскакивает. Ох, и дорога здесь в камнях вся. И погнали дальше. Что там у нас? Видно? Чуть-чуть видно. Иху! Кавабанга! Вечерний заезд по горам между Коктебелем и Орджоникидзе. А вечером это просто кайф. Жары нет уже. Ветерочек легкий поддувает. Ты едешь в одних шортах и и в майке. Просто кайф, да. День рождения, 30 лет, поздравления, розовый букет, розовые розы, туру-ту-ту-ту-ту, птички, одноклассницы моей. Эй, птичка, сбила мне скорость. Сидит и не взлетает. Ждет последнего момента. Вау. Остаться. Ориентация север.
Бля. Ха. Сова. Ха. Сидит, смотрит. Глаза такие здоровые. Капец. Сова, да? Или филин, или кто он там. О! Лисица. Или заяц. Ха. Вот это тут живности. Под вечер собралась. Все-таки Соколовой, одноклассницы твоей или моей розы. Оба! О! Да, классно здесь вечером. Плохо, что таких мест не так много. Вау. Да, едешь себе сам вообще. Никого. Эндуро только можно встретить. Джип-туры уже в такое время тем более не ездят. Филин или что он там, сова, филин, вообще, я такой еду, прям тупо на вот него свечу фарами, он сидит, на меня смотрит, глаза такие здоровые. Такой кабанчик, да. Вау. Оп. Кусты, уже все, ноги поцарапаны об эти. Вроде кусты не такие высокие, но все равно от них цепляешься. И, ноги все поцарапанные. Колон. Оп. Ночь.
камеру. Вон Коктебель, там и Тихая бухта. В общем, до новых встреч в горах, на трассе и на набережной.